Пока столичный «Спартак» борется за чемпионство, эти ребята только постигают футбольное мастерство. Впереди у них не одна сотня матчей. А сейчас предстоит пройти первое испытание – тренировочный сбор в горах. Левая нога теперь только левая. Работа идет на носочках. Работа на носочках. Яркое солнце, зеленый газон и контролируемый мяч. Для любителей футбола большего и не надо. На часах нет 9 утра, а парни уже разминаются перед двухчасовой тренировкой. Каждый день расписан строго по плану. Задачи меняются от тренировки к тренировке. И в этом квадрате тоже вы должны его обыграть. Обыграть, когда вы его обыграли, вот тогда можете забить гол. Вон у вас ворот. То есть вы отсюда не бьете. На курортно-оздоровительной базе после масштабной реконструкции есть все необходимое для занятий спортом и отдыха. Новые футбольные поля с искусственным покрытием, беговые дорожки, большой спортзал и вместительные номера. Ребята живут здесь, полностью отдаваясь тренировочному процессу. Ислам Плиев в числе самых младших в группе, однако, несмотря на это, на поле выполняет сложнейшие функции. Он центральный защитник. Почему вот ты решил стать защитником центральным, а не другую позицию выбрал? Потому что это самое сложное место в игре, и надо за всем следить. И за напарниками, и за всей игрой. Успехи, конечно, идут потихоньку, но я планирую стать футболистом. Вообще, из-за кого решил, из-за чего решил пойти в футбол? Из-за братьев Бакаевых. Привычные поля Магаса и Назрани резко сменили на горные в селении Мужичи. Сделано это отнюдь не случайно. Высококвалифицированные тренеры часто прибегают к тренировкам на возвышенности, ведь это позволяет тренировать дыхание и развивать мышцы. А как известно, в футболе физика идет вровень с тактикой. Вы как сейчас заметили, увидели, мы не работали на физику, но попутно мы решали эту задачу более специфическим образом. То есть через работу с мячом, через те элементы игры в футболе, которые так или иначе встречаются в игре, и где нужно иметь хорошую физическую готовность для того, чтобы его выполнить. Поэтому, учитывая все наши возможности тут, мы выбрали, я считаю, что оптимальный вариант. Плюс еще у нас очень острая нехватка именно тренировочного времени, хорошего качества газона. И вот мы выходим и постараемся максимум использовать те условия, которые у нас есть. Здесь не увидишь беспорядочных ударов по мячу. Все ребята выполняют упражнения под чутким контролем нескольких тренеров. Всего в группе 45 человек. Каждый из них талантлив по-своему, однако есть и те, которые своими действиями выделяются среди остальных. Один из таких – Ибрагим Боров. Для него изнурительные тренировки – настоящий отдых. Он стремится к самым высоким достижениям в футболе. Сейчас вот ты проходишь тренировочный сбор. Что можешь сказать про тренировочный сбор? Нравится здесь? Здесь лучше играется, чем в Магасе, например? Ну да, здесь климат сложный, здесь сложнее чуть-чуть, но да, условия все хорошие, все есть. Вот. Воздух чистый. Тренировки, конечно, очень загруженные, сложные, непривычно, но, конечно, там плоды будут. Планируешь связать свою жизнь с футболом или ты просто решил для себя заниматься? Ну да, планирую стать футболистом. Нельзя не отметить стремительный прогресс «Спартака Юниор». За неполные 2 года ребята продвинулись от любителей до футболистов, которых просматривают в лучших спортивных командах страны. А тренировочный лагерь вне дома поможет молодым организмам окрепнуть. Мужичи находятся в Среднегорье. Спортсменам 1 раз в год необходимо тренироваться именно в горах, в Среднегорье, чтобы зарядиться энергией. Здесь воздух немного разряженный, и те нагрузки, которые они здесь получают, они более эффективны, а на равнине потом будет легче. У нас 2 пацана уже играют в Академии «Спартак», и мы надеемся, что этот результат с каждым годом будет увеличиваться. Впереди у ребят еще 9 дней усиленных занятий. С каждой тренировкой они становятся опытнее и виртуознее, и все больше постигают футбольное мастерство. Организаторы намерены проводить подобные выезды не менее 5 раз в год. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.